На юге Пакистана, в городе Карачи, в результате взрыва бомбы погибли 2 полицейских и ранены 14 человек. По словам властей, бомба была заложена в мотоцикл и приведена в действие с помощью дистанционного управления, когда автобус с полицейскими проезжал мимо мотоцикла. Ответственность за акцию взяли на себя пакистанские талибы. В Йемене местные жители собрались возле военно-воздушной базы Дайлами на севере от йеменской столицы Саны, чтобы оценить ущерб, причиненный ночными военными действиями. Пока не ясно, кто нанес удар по базе – наземная артиллерия или авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Бомбардировки и обстрелы с воздуха начались 25 марта. Их целью стали повстанческие подразделения шиитов-хуситов, которые взяли под контроль йеменскую столицу. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев начал кампанию по переизбранию на пост главы государства в городе Чимкент на юге страны. Назарбаев – один из 3 зарегистрированных кандидатов на досрочных выборах, намеченных на 26 апреля. Он является лидером Казахстана с 1989 года. Некоторые участники предвыборного мероприятия сказали, что их работодатели грозили им увольнением в случае неявки. В Краснодаре жители города вывесили на мосту баннер с изображением Бориса Немцова и с надписью «Герои не умирают». Оппозиционного политика застрелили в Москве 27 февраля. На место происшествия прибыл наряд полиции и попытался задержать одного из участников акции, однако ему удалось скрыться. В Молдавии фермеры заблокировали тракторами и другим оборудованием шоссе в Аргеевском районе. Они требуют увеличения помощи от правительства, в частности, больших субсидий, облегчения условий для получения банковских кредитов и снижения цен на горючее. Они также осуждают план правительства поднять налог на добавленную стоимость с 8 до 20%. Фермеры предупреждают, что они перекроют важнейшие дороги, если власти не удовлетворят их требований. В столице Таджикистана Душанбе депутаты местных советов избрали членов Национальной ассамблеи. В результате выборов в Душанбе и в нескольких других провинциях в Верхнюю палату парламента избраны 25 членов. Еще 8 вакансий будут заполнены по выбору президента Эмомали Рахмона.